В это воскресенье, 21 ноября, отмечается Международный день телевидения. Эта дата за праздником закрепилась благодаря резолюции ООН по предложению ее Генеральной Ассамблеи. Именно в этот день, в 1996 году, в ООН был проведен первый Всемирный телефорум. С тех пор дата считается профессиональным праздником телевидения и всех занятых в этой сфере на мировом уровне. Наш век можно смело назвать интернет-веком или веком компьютерным. Но и сегодня телевидение своего значения не потеряло и до сих пор является одним из основных средств информации. Вот уже больше 15 лет наш телеканал вещает для калмыцкого зрителя. Информационные передачи о жизни степного региона, развлекательные программы с участием звезд республики, спортивные и культурные обзоры. Все это вы можете увидеть в эфире национального телевидения Калмыкии. О том, как зарождалось калмыцкое телевидение, расскажет Нагана Кашранова. В эфире телеканал «Хамдан». Более 15 лет звучат эти слова с голубых экранов телевизоров. И его знают те, кто неравнодушен к происходящему в республике. 1 июня 2005 года в эфир вышли первые передачи республиканского телевидения. Под чутким руководством директора и опытного инженера Владимира Лиджиева телеканал начинал свои первые шаги. Начинал я инженером, начальником цеха радио был, потом был начальником цеха телевидения, главным инженером. Потом, в связи с образованием организации «Хамдана», был назначен директором телеканала «Хамдан». И вот мне пришлось, так сказать, с нуля все это решать. Организационные вопросы, кадровые, помещения, оборудование, потом эти различные разрешительные документы, чтобы все это было законно, узаконено. С самого создания единственный национальный телеканал Калмыкии выходит в эфире аналогового вещания. Шло время, менялась эфирная сетка и каналы вещания, менялись лица на экранах. Совсем недавно телеканал поменял название. Теперь мы гордо носим имя «Национальное телевидение Калмыкии». Но в течение всех 15 лет телеканал остается верным своей миссии. Он рассказывает о последних новостях, знакомит зрителей с интересными людьми. Телевидение – это коллективное творчество, потому что без оператора нельзя обойтись, это наши глаза, без режиссера, без инженера, и без всех тех, кто, без корреспондента, конечно же. И в этот день я хочу пожелать всем коллегам и всем телезрителям хорошего настроения, нам хороших передач и героев. Журналисты телеканала являются связующим звеном между властью и народом. Через наши передачи ведется пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание, сохраняются культурные ценности. Канал, как один из центров политической и культурной жизни региона, выполняет свою главную функцию. Также он является и кузницей кадров. И не только в сфере СМИ. Сотрудники, которые получают опыт в наших стенах, впоследствии успешно реализуются в других компаниях. Вот уже 7 лет я являюсь пресс-секретарем регионального отделения Всероссийского народного фронта в Калмыкии, но свой путь журналистики я начинала именно с национального телеканала. Тогда он назывался «Хамдан». Я вот как сейчас прям помню свой первый рабочий день, свой первый прямой эфир. Бытует мнение, что бывших телевизионщиков не бывает, и я с этим полностью согласна. Тот, кто узнал магию телевидения, телевидение останется у него навсегда в сердце. Уважаемые коллеги, я поздравляю нас с профессиональным праздником. Я желаю вам новых творческих побед, интересных идей, благодарного зрителя. Спасибо вам за всегда актуальный и интересный контент. В нашей компании всегда особая атмосфера, союз технологий и творчества. Каждый здесь имеет возможность самореализоваться, найти и открыть в себе новые таланты, новые грани. Наш телеканал собрал людей, преданных своему делу, которые нашли здесь больше, чем просто работу, дело всей жизни. Нагана Кашранова, Ачир Бушаев, информационная программа «День Республики».